Доброе утро, дорогие телезрители! Всем хорошего настроения и отличного начала дня. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. У нас, как всегда, много всего интересного. Прекрасные гости, которые расскажут нам о последних достижениях. Нам сегодня художественная гимнастика придет повествовать о том, что они достигли за последние весенние соревнования. Конечно, поговорим о погоде, о стиле на лето, какие луки нужно подобрать, чтобы выглядеть по-летнему, ярко, сочно и соответствовать своему бодрому настроению. Ну и, конечно, расскажем о том, какие важные даты событий сегодня. Ну а мы по традиции напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться, используя QR-код на ваших экранах. Ну а начать хотелось бы, так у нас уже такое лето, да, практически стопроцентное, но сейчас давайте посмотрим на ледоход, который прошел в Красноярском крае. Итак, осколки зимы уплывают. Жители Красноярского края собрались на берегу Енисея, чтобы увидеть завораживающее природное явление – ледоход накануне лета. На кадрах, сделанных 31 мая, горожане наблюдают за впечатляющим зрелищем и делают снимки на фоне огромных глыб льда. Это природное явление, которое ежегодно наблюдается в конце мая, в начале июня, вновь привлекает внимание местных жителей и туристов. Ледоход на Енисее в Красноярске начался еще в середине апреля. Но в этом году кромка льда всего в десятках километров от города. Красивые зрелища на самом деле, но немножко, наверное, страшновато. Представляешь, они перемещаются, смотри. Прям такие глыбы большие. Ну вот вообще, когда ледоход идет, ты всегда ощущаешь эту силу стихии, да, особенно вот, но я все время хочу поймать момент, когда вот глыбы льда прямо заходят на берег, да, ну то есть такой самая активная стадия ледохода. По-моему, тебе нужно съездить туда. Не получалось. Да, сразу. тебе нужно съездить туда. Нет, почему? Ну у нас тоже такие Нет, моменты, у нас да. тоже, но как-то все равно, согласись, у нас все это более быстротечно. То есть нужно на пару минут. Поэтому нужно испытано на себе, и вот как глыба заходит на берег. Испытано на себе рыбаки весной, да? Да. Ты хочешь предложить мне сплав на льдине? Нет, так нельзя делать, друзья, да, будьте аккуратны. Вот. Но я думаю, что такой вид снега нас немного освежил. Да, теперь о погоде. На самом деле у нас уже тепло. В центральных районах плюс 14-21 градус. В Заречной группе 13-22 выше 0, в южных 9-14 со знаком плюс. В Вилюйской группе 11-18 градусов тепла. В Нижнеленских плюс 8, плюс 18, в западных 9-19 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 1, плюс 23 градуса. Такой большой разрыв. В Янских 5-15 выше 0, на северо-западе минус 1, плюс 9, но уже потеплело. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 15 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный 5 метров в секунду. Сегодня пасмурно, ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 19 градусов. Ну, такое хорошее, еще пока не очень жаркое лето. Да, но комары, кстати, уже просыпаются, уже их как становится всегда. больше и больше. Начинаешь ему говорить о лете, о солнце, он начинает о комарах. Жуть просто. Ну, одевай что-нибудь закрытое по вечерам. Тогда будет жарко. Ну ладно, это все, не будем Не угодишь, что жарко, о минусах то холодно. лета, да. Сейчас давайте передадим слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Ситуация с природными пожарами стала одной из тем встречи Владимира Путина с главой Минприроды страны Александром Козловым. Он отметил, что в России учащаются периоды экстремальной жары, происходят изменения в водном режиме, а также наблюдаются новые климатические изменения, ранее не характерные для определенных территорий. Особое внимание в разговоре уделили Якутии. Министр отметил, что в регионе особенно явно проявляются последствия климатических изменений. Тем временем на реке Лени проходит вторая волна половодья. Явление наблюдают в центральной группе районов и Кобяйском, Улусе. Пик второй волны у Якутска ожидают 6 июня. При этом вода, по прогнозам, не достигнет критических отметок. Сложную обстановку фиксируют на Алдане. Уровни воды на реке в пределах Усьмайского района на 4-6 метров выше природных. 5-6 июня на участке Петропавловск-Эльдикан ожидается формирование максимума волны половодья и начало спада. На реке Вилюй уровни воды сохраняются на довольно высоких отметках. Отмечается незначительное колебание уровня воды, а в связи с выходом волны паводка с реки Марха сегодня на участке Нюрба-Верхневилюйск наблюдается рост уровня воды от 4 до 22 сантиметров за сутки.
На реках Яна, Индигирка и Колыма преимущественно наблюдается спады уровня воды с различной интенсивностью. Вследствие выпавших осадков кратковременный паводок с небольшой высотой волны наблюдается на реке Адыча. Это правый приток реки Яна. Аналитики опросили более 1700 россиян, которые в этом году поступают в вузы или СУЗы, или знают, куда будут поступать члены их семьи, дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения на Дальнем Востоке оказались IT и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии. Самым популярным направлением, которое в этом году рассматривают выпускники, оказались информационные технологии и программирование. Эта сфера обучения интересует 18% опрошенных. На втором месте медицина и фармацевтика – 12%. Тройку лидеров замыкает юриспруденция – 12%. Жители села Хатаса активно готовятся к традиционному празднику Эсэх. Национальный праздник посвятят в этом году 380-летию образования Наслега. Вблизи от места проведения сейчас проводят массовые субботники по заготовке изгородей. Работники учреждений и жители срубили деревья и готовят жерди. Рассчитывают установить порядка 1000 столбов для изгородей. По словам жителей, на субботники активно выходят работники учреждений, активисты и даже школьники не стоят в стороне. Юбилейный Эсэх в селе Хатаса празднуют уже 21 июня. Наше население, предприятие выходит на субботники. Мы уже какой день здесь работаем. Надеемся до 21-го максимально поработать. Весной провели совещание, собрав население, мужское население. Там приняли решение, собрали деньги, вышли на Деляново поработать. И вот сейчас продолжаем здесь по ошкуриванию бревен и столбов. Доброе утро, да, совсем скоро Эсэх, пора готовиться. Солнышко, кстати, сегодня уже встало, а у многих из нас только глаза открываются, да? Знакомое чувство? Так вот, чтобы день стартовал не со скрипом, а на полных оборотах, у нас сегодня, как и каждое утро, отличный комплекс упражнений. Всего пару минут, и вы зарядитесь бодростью, улучшите настроение и подготовите тело к новым свершениям. Ну, я думаю, что вы уже готовы. Достаем коврики или просто находим немного места. Начинаем утро с правильного вместе с нами. Всем доброе утро, меня зовут Мария Расторгуева, и у нас сегодня зарядка с акцентом на наш пресс. Итак, наше первое упражнение – бег в упоре. Упираемся на прямые ручки, ножки вытянули и на выдохе коленки к себе. Выдох, вдох, выдох, вдох. 20 повторений и начали. Раз, два, три, 4. Дышим. Выдох, вдох, выдох, вдох. 10. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7 и 8. Закончили. Следующее наше упражнение – скручивание лежа. Ложимся на спину. Ножки подняли, сгибаем в коленках, ручки за голову и крест-накрест. Касание на выдохе. Выдох, вдох, выдох, вдох. И начали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. 9 и 10. И следующее наше упражнение – подъем ног лежа. Ложимся на спину, руки под таз, голову не отрываем от пола, ножки поднимаем на 45 градусов. И начали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Наверху выдох. 8, 9 и 10. И если вам не сложно, можете еще 10 раз повторить. Продолжаем работать над нашим прессом. Дальше. Ручки вытянули и касаемся ног. Ножки поднимаем и касаемся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Повторяем 10 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кому не сложно, делаем еще 10 повторений. И в заключение мы сделаем растяжку. Так. Тянемся вперед, растягиваем наш пресс, дышим, выдох. Тянемся. Раз, два, три, 4. Назад ушли.
Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Я рекомендую вам делать эту зарядку каждое утро, и у вас будет плоский живот. Всем хорошего дня. Всем пока. Спасибо большое, Мария, замечательная зарядка. Ну, зарядку мы сделали, разбудили тело, зарядились энергией и позаботились о своем здоровье. А знаете, забота, она ведь должна быть всеобъемлющей. И пока мы приводим в тонус себя, давайте не забывать о здоровье нашего общего дома, планеты Земля. Ну, действительно, сегодня особенный день, 5 июня, Всемирный день окружающей среды. День, напоминающий, что планета наш общий дом, и он также нуждается в нашей заботе. Ну а какие еще даты связаны с сегодняшним днем, 5 июня, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 5 июня. Всемирный день окружающей среды, День образования российской полиции. По народному календарю Левон – огуречник, Левон – конопляник. На Левона Леонтия было принято сажать огурцы, при этом обращали внимание на приметы. Если появляется много оводов, это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. Этот день в истории. 1706 год. В Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В 1783 французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. 1851 в США начал печататься роман Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома». 1988 Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В этот день родились Иван Ганнибал, русский военачальник, крупный военный деятель России. Сергей Амосов, русский живописец, пейзажист, передвижник. Денис Габар, венгерский физик, основоположник голографии, нобелевский лауреат. Татьяна Покровская, советский и российский тренер по синхронному плаванию, Герой труда Российской Федерации. Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка. Именины сегодня отмечают Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор. 8 июня по всей России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник для работников социальной защиты населения. В нашей республике более 7 тысяч работников социальной сферы, которые оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. И сегодня с нами в студии Вильям Ачирович Иванов, председатель общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия. Деятельность Совета тесно связана с социальной отраслью. Доброе утро. Доброе утро. Вильям Ачирович, расскажите, пожалуйста, что вы думаете о социальной сфере нашей республики, какие проекты реализуются и почему это очень важно? Вы знаете, само название нашей общественной организации говорит о возрастных условиях наших членов общественной организации. Это ветераны, участники войны, ветераны тыла, дети войны, ну и, конечно, ветераны труда. И поэтому не только исходя из возрастного ценза, но и исходя из той профессиональной деятельности, которую оказывали наши ветераны, мы напрямую связаны и с работой социальных организаций. Потому что у нас, если переходить на правовые нормы, у нас социальное государство установлено в Конституции. У нас имеется очень много законов, правовых актов, которые от имени государства обеспечивают возможность хорошей, заслуженной жизни людям старшего поколения. Поэтому работа органов власти в лице, например, Министерства труда и социального развития, различных ее подразделений напрямую связана вот с нашей категорией социальной, которая называется ветераны. Поэтому мы заинтересованы в контакте, в тесном, работать с этими организациями. И, естественно, в своей общественной работе, имея ограниченные полномочия как общественная организация, мы на правовой основе заключаем договора, соглашения с теми организациями и государственными, и муниципальными, и общественными, чтобы мы могли с ними
в целом качественно выполнять вот эти цели, установленные Конституцией, обеспечивая хорошую, заслуженную, нормальную жизнь старшего поколения. И я думаю, что наши совместные мероприятия и как раз выливаются в то, что старшее поколение чувствует заботу не только государства, но и тех общественных институтов, которые существуют сегодня в республике. Вот так мы совместно и работаем. А что, если говорить о истории, о правопреемственности, то, конечно, еще во времена царствования государственного правления Петра I был издан официальный правовой документ, который уже перекладывал общественные обязанности церковно-приходских, там, монастырских разных учреждений на государственные органы. Это был специальный указ 701 года, а потом уже как правопреемники государственности в 2002 году, опять же мы ссылаемся на правовой документ, на указ президента сегодня действующего Владимира Владимировича Путина, который уже конкретно, законодательно подтвердил и установил правовой статус социального работника. Это 8 июня каждого года. Но социальные работники разные. Это одно такое обобщающее слово. Есть социальный педагог, есть социальный психолог, есть социальный работник. А просто вот этот день 8 июня объединяет всех. Например, сегодня много внимания уделяется социальным психологам. Вот наши ребята, молодые люди, любого возраста, возвращаются со специальной военной операции. И, конечно, кроме тех наград, которые они заслужили, как защитники Отечества и Родины, они должны быть обеспечены и государственной поддержкой. И в этом активно участвуют социальные психологи. А что касается подрастающего поколения, мы должны заботиться заранее, поэтому, естественно, на государственной основе образована такая категория, как социальный педагог в учебных заведениях, особенно в школах, может быть, даже начиная с детских садов. И последняя, самая основная категория – это социальный работник, который уже работает во всех сферах нашей жизни, которая касается жизни старшего поколения, начиная с обеспечения ему конкретной помощи на дому, и затем сопровождая его в тех решении необходимых проблем, которые существуют. Там, помочь в каких-то правовых вопросах, помочь решить какой-то спорный вопрос, то ли на уровне личных взаимоотношений, на уровне взаимоотношений с государственными органами. Вот здесь и помогает социальный работник. А не только представлять, что социальный работник должен прийти, сделать уборку, помочь приготовить. У социального работника довольно обширные полномочия. И, естественно, настоящий высококвалифицированный работник, они даже получают образование в высших учебных заведениях, где есть такое как раз и направление, специализация, как обучение на социальную работу. Поэтому качество помощи государства через призму личности, профессиональности и человеческих качеств социального работника в конечном итоге и говорит о том, что забота о государстве должна быть обеспечена квалифицированно. Но почти совсем забывают вспоминать о 87-й статье Семейного кодекса, где черным по белому прописано, что дети обязаны обеспечивать достойную жизнь своим родителям. Совершеннолетние дети, когда родители находятся в таком состоянии. И на детей, и на государство возлагается общая такая обязанность все-таки обеспечить старшему поколению, человека, который заслуженно прожил свою жизнь, трудился, обеспечить эту возможность. Поэтому я думаю, что установление государством этого специального профессионального праздника. У нас же в государстве уважают труд, человека труда, любого, будь то столевар, летчик, учительница и в данном случае социальный работник. Поэтому я бы хотел от имени нашей организации, от имени старшего поколения поздравить всех социальных работников, которых мы знаем лично, с которыми мы работаем, и пожелать им, конечно, здоровья и семейного благополучия и продолжения
тех профессиональных навыков, которые у них имеются, во благо интереса людей старшего поколения. Спасибо Такой- большое. Мы такую прям развеяли, я думаю, мысль о том, что социальные работники — это только те люди, которые помогают на дому. То есть это Да гораздо нет, шире, да, что понятие. Вот очень коротко о основных, самых интересных проектах вашей общественной организации. Вы знаете, наша основная цель – это вот защита тех конституционных свобод, которые и прав, и свобод, которые имеются у старшего поколения. Я не буду говорить о других. И поэтому мы так и намечаем мероприятия, чтобы человек чувствовал себя до сих пор, и даже в таком возрасте, как 100 лет, 90 лет, востребованным. Это связано вот с мероприятиями, связанные, ну, будем говорить сегодня, с 80-летием Победы или тех знаменательных дат, которые в календарях имеются, связанные с Великой Отечественной войной, с трудовыми датами, которые имеются. И эти мероприятия мы проводим вот для того, чтобы эти старшее поколение участвовало. Но есть такое мероприятие, которое очень много зависит от финансовой поддержки. Это вот ветеранское подворье. Когда, казалось бы, ну ты уже пенсионер, ты уже можешь спокойно лежать на диване, отдыхать, но человек должен все-таки почувствовать, что он кому-то нужен. Во-первых, семье, потом окружающим. И когда он у себя на огороде, на даче или еще где-то занимается вот этим трудом, выращивает что-то в теплице, на огороде, а потом уже родные видят, что вот, пожалуйста, свежие огурцы, свежая редиска – это труд ихнего дедушки, бабушки. И вот такие мероприятия в ветеранском подворье. Ну и наше старшее поколение сегодня активно участвует в приближению победы в специальной военной операции. Все прекрасно знают, что есть такие общественные коллективы, которые занимаются вязанием вот, маскировочных сетей, там, блиндажных свеч, шьют там, воинское обмундирование и так далее. И везде старшее поколение участвует. Поэтому наши мероприятия связаны вот обязательно с этим направлением. И самое главное, когда мы говорим о патриотизме, мы приводим не только примеры с истории старшего поколения, но пытаемся, чтобы вот это старшее поколение именно взаимодействовало и как живьем имело контакт с молодым поколением. Составляем мероприятия, например, в школах, высших учебных заведениях или другие общественные мероприятия, где живьем младшее поколение вот как раз контактирует со старшим поколением и видит, что это вот, ну, конечно, ссылаясь на патриотизм, мы исторические факты приводим в качестве примера, но одно дело, когда человек молодой знает из книжных изданий, из кинофильмов, для него все-таки это абстрактное явление. А когда перед ним сидит живой герой, то это уже совсем другое. Спасибо большое, очень интересно. Я уверена, что наши телезрители заинтересовались тоже. Если есть желание вступить вот в организацию общественную или поучаствовать в каких-то мероприятиях, обращайтесь. Я думаю, что с удовольствием поддержат. Да, вашу у нас инициативу. по уставу положено, каждый человек может обратиться и стать членом нашей общественной организации. У нас есть коллективные члены. Мы поздравляем вас и в вашем лице всех социальных работников с наступающим праздником. Спасибо вам большое. Лето – это свобода, яркие краски и море позитива. И ваш образ должен это отражать. Но как перейти от тяжелых зимних вещей к легкому воздушному стилю, не потеряв индивидуальность? Пора вдохнуть свой гардероб лета. В следующем сюжете мы получим отличные советы стилиста для идеальных летних образов. Узнаем, какие модные аксессуары и обувь царят в этом сезоне, как добавить образу легкости и как с помощью пары удачных вещей создать десяток разных луков. Готовьтесь к вдохновению, ловите летнее настроение с нами. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и это наша с вами любимая рубрика «Рекомендация от стилиста». Уже лето. Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, я каждый раз называю новое время года, мне кажется. Но это и хорошо. Почему? Потому что в Якутске весна короткая, а лето у нас еще короче, друзья. И вместе с тем лето мы хотим использовать по полной программе. И, конечно, хочется больше свежих образов и больше разнообразия. Это отличная возможность проявиться по полной программе
Инстаграме и выбирать сочные, классные, яркие и не сильно многослойные образы, от которых мы так устали. И сегодня в нашем выпуске мы с вами поговорим про обувь, потому что обувь в летнее время – это в первую очередь комфорт. Обсудим обувь и аксессуары, например, сумки. Также еще одна из актуальных моделей, на которую стоит обратить внимание в действующем сезоне, это, конечно же, балетки. Им пророчили короткий срок, что балетки быстро выйдут из моды, но, конечно, комфорт, он всегда остается в приоритете и на первом месте. И комфортные и красивые балетки также остались сейчас на пике своей популярности. Можно обратить внимание на разные модели. Например, они могут быть лаковые, кожаные, они могут быть плетеные. Здесь у нас вот такая красивая лаковая модель, очень сочно, да, выглядит данная позиция. Это идеально будет выглядеть в разных образах, в сочетании как с темными, так и со светлыми оттенками. Также красный, конечно же, это акцентный цвет, который стоит использовать для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ну и также можно обратить внимание на балетки, которые более мягкие, да. Если вы посмотрите, они напоминают по своей фактуре, может быть, даже чешки, подошва достаточно тонкая, бывают с разными декоративными деталями, могут быть и без них, да, то есть просто такая вот, как лодочка, да, балетка. И здесь также в приоритете сейчас спокойные оттенки, можно будет выбрать такие даже из замши, и также они будут очень удобные и комфортные для повседневной носки. Ну и, конечно, в летний период это незаменимая обувь всех модниц. Если мы с вами говорим про сумку, которая была в данном образе, здесь, обратите внимание, вот такая вот полупрозрачная сумка-шопер. Внутри у нас сумка-пельмень, такая, да, объемная, кожаная. Но шоперы сейчас также популярны. Если раньше мы использовали только тканевые шоперы, то сейчас да, производители заботятся даже о тех девушках, которые любят более фундаментальные варианты. Здесь у нас кожаная ручка и вот такая вот сетчатая сумка. Я думаю, что сумка, которую внутри можно вытащить и использовать вот эту сеточку также в своих образах. Это более расслабленный вариант для повседневной носки. Поэтому, девушки, для того, чтобы быть самыми стильными, необходимо обращать внимание в первую очередь на ту обувь, которую вы выбираете, и те аксессуары, которые поддерживают ваш образ. Потому что даже самый базовый, простой и спокойный образ можно разнообразить правильной парой обуви. И тогда все заиграет. Желаю вам сочных, ярких летних дней. До встречи! Ну, лето — это, конечно, прекрасно. Сарафаны, шорты, панамы. В воздухе уже витает дух приключений, походов, поездок на реку и удивительных пеших походов. И самое время менять тренды и подбирать удобные аксессуары. Вот, Руслан, скажи, какой мужской аксессуар ты бы назвал самым удобным, функциональным для путешествий? Знаешь, вот, ну, как бы панамы это хорошо, но они слетают там на лодках, там что-то не носится. И вообще мужчины очень сложные существа. Мне кажется, стильно в жару это не про мужчин. Вот стильно и удобно это что-то такое мужское. Вот Ну, хочется узнать что-то такое вот. Знаешь, такой, наверное, универсальный, очень практичный предмет есть, называется баф, да, то есть это его можно надевать там различными способами. И сейчас в нашем следующем сюжете Евгений Никифоров, наш коллега, расскажет один из способов, как его надевать. Доброе утро! Мы собираемся к выезду после замечательной ночевки в лесу, одеваем свои походные аксессуары, в том числе это такая незаменимая вещь, как баф. Баф может служить повязкой на шею, повязкой на голову, но есть несколько способов, благодаря которым баф можно надеть на голову быстро и ровно. Часто эта проблема возникает у начинающих туристов. Мы для этого его выворачиваем наизнанку и делаем вот так. Оп! Кладем, чтобы у нас вот была здесь граница бафа. Берем за наружный край. Хоба! И поправляем уголки. Все, баф бандана готов к использованию. Плотненько, ровненько, быстро. Пользуйтесь. И очень модно, я бы добавила. Ну, для кого-то активный отдых – это хобби, а для кого-то подобные активности, возможно, стали стартом к новым спортивным достижениям и победам. Предлагаем вам познакомиться с героем нашего следующего сюжета, который поднялся еще на одну ступеньку к спортивному Олимпу. Давай! Пошел, давай, родной! Давай! Ски-альпинист Никита Филиппов стал первым россиянином, прошедшим квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 в Италии в нейтральном статусе. На архивных кадрах, снятых в марте 2024-го, этап Кубка мира в итальянском Бормио.
А здесь Филиппов разминается, качается на турниках и бегает по Черноморской набережной в Геленджике. 22-летний лыжник рассказал о непростом пути к своей мечте. В течение всего зимнего сезона, то есть начиная с декабря по апрель, мы выезжали на этап Кубка мира, зарабатывали очки для рейтинга, и по рейтингу вот я уже отобрался на Олимпийские игры. Филиппова отобрали на Олимпийские игры благодаря результатам Кубка мира сезона 2024-25. По итогам 7 этапов он расположился на 10-м месте в спринтерском зачете, набрав 310 очков. Было сложно, потому что понимали, что отобраться не так уж и легко, тем более ски-альпинизм такой вид спорта, что может всякое случиться, технические какие-то проблемы могли возникнуть, и не все от тебя зависит. Но справились. Несмотря на то, что на соревнованиях придется участвовать без национальной символики, Никита полон энтузиазма. Счастье, что вот-вот детская мечта моя осуществится. Ски-альпинист также рассказал, что иностранные спортсмены по-прежнему с теплотой относятся к россиянам. Я когда раньше бегал по юниорам, выступал, все эти ребята, с которыми мы соревновались, они все так же тепло встретили меня после такого долгого отсутствия на международной арене. Все любят Россию и спортсменов из России, так что вообще плохого отношения не встречал ни разу. В декабре 2024-го Международная федерация лыжного альпинизма разрешила российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. В соревнованиях по ски-альпинизму 2026 года примут участие 18 мужчин и 18 женщин, отобранных из 270 претендентов. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года на севере Италии, в Милане и Кортина d'Ampezzo. А мы продолжим тему спорта уже у нас в студии. Гимнастки клуба «Кристалл» вернулись из Беларуси, где команда приняла участие в международном турнире по художественной гимнастике «Белорусочка-2025» в учебно-спортивных сборах. Сегодня в нашей студии Макарова Таисия, тренер-преподаватель ДЮСШ номер 9, руководитель и главный тренер спортивного клуба «Кристалл», и Сметанина Мария, призер первенства Республики Саха-Якутия, участница сборов. Перспективные дети, имеют 3-й спортивный разряд. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы далеко очень забрались в Минск. С чем связано решение поехать на такие интересные сборы? Что было в составе сборов? Вообще, кто принимал участие? Мы вообще командой очень часто участвуем в международных соревнованиях. Мы были уже в Казахстане, в Китае, и вот мы решили полететь в Минск, потому что наша федерация Республики Саха-Якутия и наш президент Людмила Валерьевна Николаева в прошлом году заключила соглашение с Федерацией Республики Беларусь, целой страной, целой вообще большой школой белорусской о развитии художественной гимнастики нашей республики. И поэтому на основании этого соглашения мы туда полетели, приняли участие в соревнованиях «Белорусочка». А самое важное, это мы приняли участие в сборах, которые проходили во Дворце гимнастики Республики Беларусь. Мы занимались практически со сборной республики и с теми тренерами сборной. А сколько по продолжительности заняли сборы? У нас было всего 2 дня, потому что 2 дня проходили соревнования и 2 дня были сборы, тренировки. Как вы оцениваете подготовку сборной Беларуси и насколько это был необыкновенный опыт для наших гимнастов? Ну, конечно, для нас это был необыкновенный опыт. Вообще, белорусская школа — это 2-я по величине школа художественной гимнастики. Это еще школа, которая сохранила все правила, все нормы советской школы, которая вообще эталон художественной гимнастики, потому что именно в Советском Союзе художественная гимнастика родилась. И нам было невероятно, это был такой колоссальный опыт для наших детей, для простых гимнасток. То есть я туда повезла простую команду свою, клуба «Кристалл», ДЮСШ номер 9. И это были простые девочки, которые зашли во дворец гимнастики и тренировались вообще у лучших тренеров мира, таких, например, как Любовь Черкашина, это бронзовый призер Олимпиады, Олимпийских игр. И нас, белорусы, так хорошо встретили. Я хочу вообще искренне, очень сильно поблагодарить нашу Людмилу Валерьевну за эту возможность, потому что для нас это все было бесплатно, и она делает невероятный вклад в развитие девочек в Якутии и в развитие вообще художественной гимнастики.
Ну, мы рады, что у вас такая поддержка колоссальная. Это, правда, очень ценно, это невероятный опыт. Ну и вообще, что республика уже на таком высоком уровне демонстрирует свои достояния, то есть именно наших будущих спортсменок. Мария, скажи, пожалуйста, как у тебя впечатления от сборов? Мы все очень переживали, выступили очень все хорошо и заняли первые, вторые места и третьи. И мы все были все рады, мы все выступали. Мы так видов личных упражнений и групповых, и двоек. А как давно ты занимаешься гимнастикой? Я 3-й год. Молодец, здорово. Ну, твоя самая большая мечта в плане спортивных достижений? Улучшить растяжку и стать олимпийской чемпионкой. Ну, я очень так и думала. Таисия, скажите, а кто оценивал выступление? Ну, это были судьи, очень много из России приехало вообще судей, и там было интересно, потому что у нас есть свои правила российские, у белорусов свои. Конечно, база является международные правила, вот, но там есть различия, и нам вот на судейской объясняли так, у нас вот здесь так, мы как бы пересуживали уже по белорусским правилам, это было очень интересно. И наша команда группового упражнения, они соперничали с белорусскими там, и было очень интересно смотреть выступления по правилам России и выступления по правилам другой страны. Это интересно. Что для себя подчеркнули, как для тренера? Я очень много почерпнула, я очень много снимала на видео, я очень много увидела, потому что у нас были уроки по пластике, по хореографии классической, там даже есть свой аккомпаниатор. Ну, у нас тоже есть в Новогорске в Центре олимпийской подготовки аккомпаниатор. Вот, там очень много было базовой разминки, все вообще каждое. И даже у нас, нам дали даже бассейн, сауну, чтобы мы восстановились. Во Дворце гимнастики все условия для детей. Это было очень здорово. Насколько отличается, допустим, подбор какое-то художественное сопровождение, музыкального сопровождения вот команд? Есть какая-то специфика своя, может быть? Ну, у них, конечно, есть белорусские песни, и очень интересно было смотреть на параде открытия на их национальные танцы. Вот, а в целом мы не отличаемся. Потому Нет, что просто мы все равно из всегда, одного. да, что у Якутии еще специфическая есть Конечно, костюмы. естественно. Мы, конечно, привезли туда якутский национальный костюм. У нас есть якутские национальные купальники, у нас выступления под якутскую музыку. У нас там есть одна девочка, которая выступает с мячом под песню «Каки-токи» нашей известной певицы на якутском языке. И в этот момент весь зал замер, вообще была тишина, потому что все обратили внимание, начали, видимо, снимать или что-то. Это было очень так, ну, все белорусы очень довольны. Ну, то есть приняли прям... Приняли как своих реально. Вот, ну, действительно, очень нам ну, вот просто везде Всегда нам очень были рады. интересно делиться впечатлениями от национальных мотивов нашей художественной гимнастики, да, ну, там в танцах, еще в чем-то, когда выезжают за пределы, как это принимается. Здорово, что очень положительно. Да. Твои впечатления. Вот как тебе выступления других команд? Что ты заметила? Может быть, кто-то тебе очень понравился? Ну, все одинаковые, но мне кажется, все одинаково выступили. У тебя есть какая-то любимая гимнастка? Может быть, на кого ты равняешься? Нет. Ну, наверное, еще появится. Ну, это может даже хорошо, да? Да, наверное, это здорово. Свой стиль. Как бы бывает так, что когда есть кумир, да, то есть на него равняешься, и возможно, что в развитии, может быть, да, какие-то, ну, как сказать? Ну, копировать пытаются, да, какие-то элементы. Да, у Маши интересно, что она как раз сказала, что ее мечта улучшить растяжку, то есть вот когда мы стараемся детей нацеливать на результат, мы говорим, что да, конечно, Олимпийские игры — это понятно, что это основная, главная мечта, но нужно всегда ставить и мелкие цели, и поэтому вот очень здорово, что Маша такую цель ставит. Какие ваши дальнейшие планы? Куда еще поедете? Что планируете на летний период? На летний период у нас очень большие планы. Вот у нас недавно прошли юные таланты Арктики. Это республиканские соревнования. Их проводил старший тренер республики в индивидуальной программе Виолетта Семеновна Иванова-Никифорова. Вот. И сейчас у нас идут сборы перспективных детей, которых отобрала старший тренер сборной нашей вообще всей республики Ксения Павловна Дудкина, олимпийская чемпионка. И мы сейчас прям плодотворно работаем. Потом у нас будут свои сборы с тренером из Омска, Любовь Пашковой, из Центра олимпийской подготовки города Омска, Омская школа
тоже одна из лучших топовых школ на неделю. Потом мы будем весь июнь еще работать, потом в июле будем отдыхать, и в августе снова сборы, и дальше весь сезон. Такая очень активная спортивная жизнь. Да. Мы желаем вам успехов, достижений. Ну и, конечно, если набрали новую команду, новых перспективных спортсменов в вашем клубе. Ну и ждем с новостями и новыми медалями. Спасибо. Желаем успехов. Ну а далее мы привлекаем внимание всех владельцев собак и кошек. Мы часто беспокоимся о шерсти, когтях, питании питомцам, но есть одна зона, которой мы незаслуженно уделяем мало внимания. Это подушечки лап. Они постоянно контактируют с агрессивной средой, сухость, трещины, болезненные ощения, частые спутники наших питомцев, особенно в межсезонье или при экстремальных температурах. Как предотвратить пересыхание лап и что делать, если проблема уже возникла, не пропустите наши полезные рекомендации. Доброе утро, меня зовут Татьяна, я грумер студии груминга «Дамба». Сегодня мы поговорим про сухость подушечек лап, по какой причине она возникает и как с этим справляться. Основные причины сухости лап – это агрессивные химические средства, соль, песок, пыль бетонная, всевозможная. Вторая причина – это гиперкератоз. Если это гиперкератоз, это нужно обращаться уже к ветеринарам. Это ветеринарная проблема, сами вы с этим не справитесь. Также на сухость подушечек лап влияет плохое питание, вредные продукты, дешевый корм, недостаток витаминов, особенно недостаток омега-3, омега-6 и омега-9. Погодные условия, сухой воздух, мороз или жара. Гуляние по раскаленному асфальту. Это все приводит к сухости подушечек лап. Для того, чтобы подушечки лап вашей собаки были мягкими, здоровыми, не трескались, необходимо соблюдать определенные условия. Мыть или мягким мылом, или просто теплой водой, протереть насухо мягкой тканью. Нанесение специальных смягчающих кремов или воска нельзя делать перед выходом на улицу. Это желательно произвести перед сном собаки на ночь и одеть какую-то обувь или замотать, чтобы она не слезала. Желаю здоровья вам и вашим питомцам и увидимся на следующей неделе. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В ближайшие дни при формировании ресурсных облаков планируется работа самолета-зондировщика в Алекминском, Алданском и Нерюнгринском районах. Ранее искусственные осадки вызывали в более чем 10 районах Якутии. Как сообщила служба спасения, с начала пожароопасного сезона самолеты-зондировщики совершили уже 8 рабочих вылетов в районы с высокой пожарной угрозой. В регионе искусственное вызывание осадков, напомню, для снижения класса пожарной опасности и предупреждения распространения огня в лесах выполняют 2 воздушных судна. Это Як-40 «Метео» Центральной аэрологической обсерватории и переоборудованный Ан-26 «Атмосфера» полярных авиалиний. С начала действия программы по предоставлению дальневосточного гектара с 2016 года в Якутии выделили 19 001 участок. Всего же поступило 46 300 заявлений. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений республики. Чаще всего гектары используют под ИЖС. На сегодня 2619 участков оформили в собственность. Договоры аренды заключили 383 человека. Наиболее популярными категориями использования участков стали индивидуальное жилищное строительство 14%, личное подсобное хозяйство 8%, охота и рыбалка 6%, туристическое обслуживание 2%, а также сельскохозяйственное использование 17%. Свыше 32 тонн гуманитарного груза отправили из Якутии в зону СВО транспортными компаниями. Выполнено более 28 рейсов по доставке гуманитарных грузов. Об этом в ходе брифинга сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков. Он добавил, что опорные пункты завершают поставки беспилотных летательных аппаратов, а также комплектующих для универсальных беспилотных платформ, разработанных якутскими автопроизводителями. Это Як-14. В то же время опорные пункты продолжают передавать гуманитарные посылки и продуктовые наборы.
Татарстан на якутской земле, в столице региона. Уже совсем скоро пройдет федеральный Сабантуй. Полным ходом идет подготовка к юбилейному празднованию. На Комсомольской площади возводится татарское подворье, которое отражает культуру и быт одного из тюркоязычных народов. В каждом из павильонов жители и гости смогут найти что-то для себя. А именно традиционное вышивание, старинные предметы и, конечно же, колоритную татарскую кухню. Изюминкой подворья стали строительные материалы, которые привезли из Татарстана специально для праздника. Каждый житель сможет попробовать мастер-классы, повязать, поколоть, приготовить, попробовать национальную кухню, самовары. Поэтому представим всю культуру национальную татар. Добирались мы очень долго, 10 дней фуры преодолевали 8000 километров. На протяжении 10 дней, то есть они добирались из Республики Татарстан к вам сюда, в Якутию. Стал известен состав сборной Якутии по боксу на чемпионат Дальнего Востока среди мужчин. В этом году старт примет Улан-Удэ с 8 по 14 июня. На дальневосточный чемпионат в составе команды Якутии сразятся Иннокентий Слепцов 51 килограмм, Николай Матвеев 54, Антон Копырин 57, Саид Максимов 63,5, Андрей Портнягин 67 и Артур Голиков 75 килограмм. В прошлом году в активе сборной, напомню, было 11 медалей. Старт в Улан-Удэ станет отборочным этапом на чемпионат страны, который состоится в августе в Екатеринбурге. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. С 4 по 5 июля в Нерюнгринском районе состоится Эсэ Халанхо. С 2006 года национальный праздник проведен в 17 районах республики. Как проходит подготовка к Эсэ Халанхо этого года, нам расскажут коллеги из города Нерюнгри. Основной площадкой для проведения Эсэ Халанхо в Нерюнгри станет парк Амикан в местности Таастах, который благоустраивается по поручению главы республики. В рамках подготовки к празднику строится 16 объектов, необходимых для проведения обрядов и церемоний, а также для организации традиционных конкурсов и спортивных соревнований. Вчера такой был большой десант из руководителей практически всех республиканских комиссий, которые работают в рамках подготовки к Эсэ Халанхо. Но мы не просто провели заседание, это было на самом деле выездное такое совещание. На месте, как говорится, прошли ногами буквально всю поляну Эсэх, все места стоянок, где будут организованы стоянки, где будет организовано проживание. Подняли абсолютно все вопросы, которые сегодняшний день еще актуальны, да, для того, чтобы провести Эсэх на высоком организационном уровне. Особое внимание при строительстве обрядовой площадки уделено архитектурной концепции, которая органично вписывается в природную среду и подчеркивает уникальность Южной Якутии. Когда мы сюда приезжали и смотрели, там просто был лесной массив. Сегодня уже совершенно другое место, которое уже обустроено, построены сооружения обрядовые, и работы идут полным ходом. И эти работы находятся на финальной части. Прошлись по всем абсолютно площадкам, посмотрели сооружения, дали определенные установки и по увеличению рабочей силы у некоторых подрядных организаций, по завершению в срок до 20 июня. И у нас остается сегодня ровно 1 месяц до 3 июля, до начала программы Эсэ Халанхо. Традиционно во время проведения Эсэ Халанхо пройдут масштабные спортивные соревнования, запланированы спектакли, выставки, массовые исполнения игры на хамусе, презентации и постановки древних национальных обрядов и ритуалов, концерты творческих коллективов республики, показ якутских фильмов и традиционные круговые танцы. Иван Лазаренко, Александра Цыбикова, Нерюнгри. Но лето вступило в свои права, но как же заставить всех отложить гаджеты и собраться вместе на прогулку и совместный досуг? Знаешь, чтобы так смех и азарт объединяли детей и родителей, и даже бабушек с дедушками. Знаешь, есть отличный пример. Мы нашли идеальную игру по станциям для всей семьи. В Ленске прошли большие семейные выходные. Как это было и чем она интересна, узнаем прямо сейчас. Большие семейные выходные в Ленске начались. 5 станций и 30 участников. У каждой станции очередь. На такой ажиотаж организаторы не надеялись. Программа мероприятия была продумана до мелочей. Получилась насыщенной и интересной. Этапы конкурсов в себя включают различные виды. Это и на ловкость, это и на мышление, это и на логику. Вот. Ну, очень радует то, что наши жители принимают активное участие.
На одной из станций под названием «Крокодил» нужно было одному из членов семьи показать мимикой и жестами какого-либо животного, остальным отгадать. Справились на 100% с этим заданием дети Марии Серкиной. Ведь это любимая игра в их семье. Мария тоже осталась довольна мероприятием, получила массу положительных эмоций и заряд позитива. Вообще все отлично, мне все понравилось, особенно вот эти станции, которые подходят для любого возраста. То есть и мне весело, и детям весело, отлично все. Мы прошли твист, прошли крокодил и искали сердечко там в лесу. Командная игра тоже не оставила равнодушными участников. Теннисный мяч, лежащий на планшете, до цели получилось донести не у всех. Но однозначно повеселиться удалось каждому. Давай. Мне понравилось больше там, где надо было шарики перекатывать. Это на планшетах, да, которые? Да, это было очень увлекательно, интересно и довольно сложно. Но мы справились и даже не уронили шарик. О, молодец. Молодец. Загадки, твистер, поиск в парке спрятанных предметов и еще масса интересных заданий. Семьи с удовольствием проходили квест, много думали, много играли и общались. Загадочный квест, такие загадки интересные. Но мы почти все отгадали, интересно было. Надо было пройти перебрать ладонями. Максимка справился у меня отлично, но я маленько запыхалась. В общем, интересно очень. Мы вообще пришли с утра сюда, все интересно. Мы уже 3-й час ходим, везде все попробовали. И фотозона отличная, нас уже и сфотали там, и солнышко светит. Мы очень рады, что вышли сегодня сюда, в парк наш, да. Все очень здорово. Твистер необычный, там надо было ногой, рукой, потом передвигаться. Мне понравилось очень. Также для малышей была организована фотозона с аниматорами и мыльными пузырями. Большие семейные выходные будут проходить на протяжении всего лета. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. Вообще, с наступлением лета у жителей республики появилось гораздо больше вариантов отдыха в выходные дни. Кто-то планирует выехать на дачу или прогуляться с родными по парку, но неизменным остается интерес к кино. Какие кинопроекты ждут нас в грядущие выходные, расскажет наша постоянная рубрика. В славянской мифологии Кикимора – это дух, который обитает во мраке. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Но для невинных душ она защитница. В режиссерском кресле фильма «Балерина» Лен Уайзман. На сцене Анна де Армас. В зрительном зале витает дух Джона Уика. Вкусить запретный плод привела нас к изгнанию из сада Эдема. По сюжету профессиональная балерина Ева Макаро, одержимая идеей найти виновных в смерти родителей, вступает в группировку «Русско-Рома». Я собираюсь на охоту. На пути к своей цели она встретит много противников и возможных сторонников. Путь балерины к зрителям вышел тернистым и долгим. Сценарий разрабатывался с 2017 года, но к съемкам удалось приступить лишь в 2022. Впрочем, возможно, именно благодаря производственным задержкам фанаты франшизы смогут вновь увидеть безвременно почившего Лэнса Реддика в роли Харрона. А поскольку события фильма разворачиваются между 3-й и 4-й частями Джона Уика, в кадре появится и сам Киану Ривз. Она прислала тебя убить меня? Либо ты отступишь. Это исключено. Выбор сделан. Это твоя судьба. Правила. И последствия. Балерина. Вселенная Джона Уика. В кино с 5 июня. Мультфильм «Айтал и волшебная сила» от режиссеров Дарьи Гольдеровой и Марии Константиновой на больших экранах. Это история о приключениях мальчика Айтала и его друзей, столкнувшихся с коварным врагом темной силой из Нижнего мира. Чтобы сломить героев, злодей насылает на них свирепых монстров.
Каине, Эрчи, Мусареллу и Долану предстоит раскрыть свою уникальную силу и поверить в себя. Но главное их оружие не магия, а крепкая дружба, способная преодолеть любое зло. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ты, Вероника, что планируешь на выходные? Ну, в выходные я улетаю, поэтому планирую собирать чемодан на самом деле. Ну и там выступить еще в субботу. В общем, как всегда, какая-то движуха. Ну, я думаю, что наша афиша также вам помогла выбрать, да, тот киносеанс, который вы хотели посетить. Но самое главное, конечно, выходные провести вместе со своими близкими. Но не забывайте, что впереди еще один рабочий день. Увидимся мы с вами завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 НВК Саха. Всем хорошего настроения, прекрасного рабочего дня. Завтра у нас много интересного, завтра у нас будет прямое включение, поэтому День Пушкина не пропустите. Это будет уникально, эксклюзивно в прямом эфире. Так что оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока. Всем отличного дня.